Друзья, всем привет! Сегодня 12 января, четверг. Это я и Михаил Серкели и программа «Цена свободы». Я призываю вас всех, перед тем, как начнется наша передача, поставить лайк, делиться этим видео, отправить его своим знакомым, близким, для того, чтобы как можно больше людей узнали правду о том, что происходит в автономии в Республике Молдова, и правду о войне в Украине, которая непосредственно и несомненно влияет на нас и будет влиять на нас и дальше. Я благодарен всем, кто поддерживает нас финансово. Если вы хотите поддержать нас, вы найдите в описании ссылку nokta.md «Поддержать Nokta». По этой ссылке вы можете сделать разовое пожертвование нашему новостному порталу. Если вы хотите стать нашим патроном, то в описании к этому видео вы найдете ссылку на наш аккаунт в Patreon. Ну, а я предлагаю перейти к темам сегодняшнего выпуска. Сегодня у нас в эфире, как обычно, 3 гостя. В первой части передачи мы поговорим с господином Анатолом Шалару, бывшим министром обороны Республики Молдова, о том, что делать и как укреплять обороноспособность Республики Молдова, учитывая те вызовы, с которыми сталкивается наш регион, Республика Молдова в частности, и Украина в последнее время. С той военной агрессией, с которой сталкивается Украина, и той гибридной агрессией, с которой сталкиваемся в том числе и мы. Во второй части передачи мы поговорим с господином Уазом Антоем, депутатом парламента, о реакции на его заявление в Народном собрании, и вообще с чем это связано, и почему такая, скажем, бурная и, с моей точки зрения, порой даже неадекватная реакция депутатов Народного собрания на заявление кишиневских политиков. И в третьей части выпуска мы поговорим с журналистом из Киева Дмитро Левусем о ситуации на фронте и последних пертурбациях или изменениях в высшем военном руководстве в Российской Федерации. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, у нас на связи по скайпу бывший министр обороны Республики Молдова Анатол Шалару. С господином Шалару я предлагаю поговорить о состоянии армии Республики Молдова и обороноспособности нашей страны в контексте последних сообщений о том, что Республике Молдова были переданы от Германии бронетранспортеры, извините. Панцирь, видите, не военный человек, поэтому делаю ошибки. Вообще, что это означает и вообще в каком состоянии находится молдавская армия и как отвечать военным угрозам в связи с теми вызовами, которые есть в регионе и в Республике Молдова. Господин Шалар, здравствуйте, слушатели в студии. Добрый вечер, приветствую вас и ваших подписчиков. Спасибо большое, рада вас видеть. Господин Шалару, вот последнее сообщение. Республике Молдова передали там бронетранспортер. В сообщении говорится, что это для подготовки молдавских военных, которые участвуют в различных международных миссиях, частью которых является Республика Молдова. Можно ли, и это же вызвало определенное недовольство, как полагается в таких случаях, из Приднестровья, они заявили, что это происходит милитаризация Республики Молдова. Вообще, можно ли рассматривать это как укрепление боеспособности Республики Молдова, и что означает эта военная поддержка? Ну, частично да, но мы не должны забывать, что Молдова имеет, то есть Молдова участвует в некоторых миротворческих контингентах. В Косово участвовала и в Африке, участвовали и в Афганистане, в Ираке по деминированию. И, конечно, мы там участвуем всеми нашим оружием, нашей техникой. Мы там не можем ни от кого получать ни оружие, ни технику. И за это Молдова зарабатывает, может зарабатывать большие деньги. Я в свое время предлагал создавать миротворческие совместные батальоны молдо-румынские, где наши военные могли бы обучаться в Румынии и получить оттуда обмундирование, получить оружие. И совместно с румынскими военными, которые участвуют во многих миротворческих миссиях, принимать участие и зарабатывать деньги. Это стоит дорого, а во втором, это, конечно, для повышения обороноспособности молдавской армии, потому что все наши эти бронетранспортеры, они советского производства еще, на них нет запчастей, они морально и физически устарелы.
Ну и эти тоже, Piranha 3, это не самые последние модели, они выпущены в 80-е годы, 2000-е годы, но все равно это лучше, чем имеет российская армия и что мы имеем сейчас на данном этапе на вооружении. Ну, Приднестровье, конечно, оно выпустило это сообщение, такое же коммюнике, точь-точь почти как то, что говорит Маша Захарова или какие-то там говорящие головы МИДа России, которые очень недовольны тем, что наша нейтральная страна вооружается, но я говорил это у вас в передаче, что быть нейтральным не означает быть идиотом, и что нейтральные страны, они должны быть лучше вооружены, чем страны, которые являются членами какого-то военного блока или которые имеют соответствующие договоренности о взаимной защите с другими странами. У нас такого нет, потому что мы по воле Москвы и наших шашилищников, которые руководили тогда Республику Молдова, это председатели колхозов и главных агрономов, которые пришли к власти в 1994 году, вот они приняли такое решение стать нейтральным, хотя они, больше половины из тех депутатов впервые слышали это слово нейтралитет, а 99% даже не понимали, что это означает. Но им говорили, надо голосовать. Ну, партия сказала, надо, наши аграрники ответили, есть. Хорошо. Да. Вот сейчас берите пример нейтральные страны, они тратят 4-5 раз больше на вооружение, на содержание армии, чем обычные страны. Хорошо, а в каком состоянии молдавская армия сейчас? Молдавская армия состояние соответствует тому уровню вооружения, который есть у нас. Молдавская армия, офицеры, они очень хорошо подготовлены. Я имел честь руководить Министерством обороны. Я хочу вам сказать, что почти все офицеры проходили учебу в Европе, в Америке. Есть некоторые, у которых 2 высших образования, военных образования. В Америке постоянно они находятся на курсах подготовки в каких-то европейских или других странах. Некоторые закончили академии в США, в Европе, в Греции, к примеру, в Румынии. Очень многие, большинство, 99% офицеров, наверное, говорят, знают какой-то иностранный язык. Они очень хорошо подготовлены, но это недостаточно сейчас. Вы сами видите, как в Украине проходит война. Уже пехота не является царицей войны, а артиллерия является царем. Артиллерия является главным оружием современных войн и авиация. У нас авиации не может быть, потому что у нас нет места для разгона и для разворота на территории в небе, в нашем нейтральном. А мы должны получать, я уверен в этом, что мы получим и гаубицы, и артиллерию современную, и противовоздушную оборону, которой у нас не было и нету. Мы должны получать современное оружие. Это может быть и в программе DCBI, Defense Capability Building Initiative, который предусматривает, что мы проводим реформу законодательную в Республике Молдова, реформу армии, и мы получим от стран, членов НАТО, необходимо, кроме летального оружия, мы получим обмундирование, технику, мы получим средства связи и многое другое. А сейчас то, что мы получили из Германии, решение не было принято. Сегодня это было принято после начала этой войны, потому что тогда еще не знали, что у России нет никаких шансов дойти до Республики Молдова или до Приднестровья или до юга. Но это предусматривает примерно где-то батальон этой бронетехники, батальон 19 единиц техники. Хорошо, а вот, да, закончите мысль. Да, Хорошо, а вот если говорить о главных вызовах, какие самые большие военные угрозы для Республики Молдова? Вы как министр, бывший министр, можете как бы озвучить их? До 24 февраля прошлого года и после 24 февраля 2022 года? Вызовов много, но главная опасность, главная
это не слабость, а главная опасность — это Россия. И вот тот контингент, который находится, российских войн, незаконно в Приднестровье и вооруженные формирования Приднестровья, они уже не вызов, а они являются как бы опасностью для Республики Молдова. То есть реальная угроза, да? Это реальная угроза. Это угроза, военная угроза, потому что я открою вам небольшой секрет, которого многие специалисты знают. В 2011 году Россия отправила в Приднестровье 5 эшелонов оружия, военной техники, но никто не знает, через Украину, и некоторая часть через Одесский порт они отправили в Приднестровье. Я попытался узнать в Киеве у них, что было в этих эшелонах. 5 эшелонов, там минимум по 40 вагонов. Они говорили, что мы не знаем, мы получили приказ пропускать, сопровождать и пропускать до Приднестровья, а что там было, мы не имели допуска. Тогда ФСБ руководила всеми ведомствами силовыми в Украине, Янукович был у власти, и он это разрешил. Мы не знаем, какое там оружие, что у них есть на вооружении сейчас в Приднестровье. И если они получат приказ там создать какой-то конфликт, они могут это создать. Они могут, хотя они не хотят этого. Но та часть российской армии, которая там находится, плюс 400 или 500 миротворцев, плюс еще 1000 там, которые находятся боеспособных, плюс-минус там 200-300 человек в этом ограниченном контингенте, они могут создавать угрозу, военную угрозу для Республики Молдова. И то, что они так болезненно отреагировали на это, говорит о том, что они боятся, что они готовы выполнить приказы Москвы, но они в то же самое укрепление обороноспособности Молдовы для них является угрозой, будем так, в кавычках. То есть они боятся, что они не смогут выполнить этот приказ? Они боятся, что они не смогут победить Кишинев, если они получат этот приказ. Но как вы представляете себе, что любая страна должна иметь сильные институты власти. Сильные институты. Президент может быть слабым, но институты должны работать. Должен работать закон, должны работать органы власти, должны работать Министерство обороны, Министерство внутренних дел, прокуратура, следствие, суды, юстиция. Они должны работать четко и в соответствии с законом и с соблюдением гражданских прав населения. Но они должны быть сильными, не то, что когда идешь к какому-то там бюрократу, даешь деньги, он решает тебе проблемы в юстиции или любые проблемы. Они должны работать. Поэтому чем сильнее они будут, тем незначительнее будут эти власти Приднестровья. Ну, во-вторых, они считают, что только они имеют право вооружаться. Они имеют право доступа к неограниченного доступа к муниции, к этим складам в колбасной. Они имеют право вооружаться, они имеют право там проводить какие-то учения. Они имеют любые права на своей территории, которые они считают, что это своя. Но в то же самое они говорят, что мы этого не имеем. Этого права не имеем. Ну, как вам сказать, любой, как говорили, что осел, который проснулся утром, посмотрел в зеркало и пришел к выводу, что он слон, он может это говорить всем, но все равно он будет ослом. И весь остальной мир, когда на него посмотрит, они увидят осла, они не увидят там слона. Поэтому любая власть в Приднестровье, они считают себя стороной. Но они в то же время хотят жить за наши деньги. Это такая страна, что без нас они не могут существовать. Но в то же время выдвигают такие претензии, такие условия, как будто они не совсем нормальные, как будто они неадекватные, как будто у них какое-то психическое расстройство, что они не могут реально посмотреть на вещи. Или они получили приказ так вести, или они по-другому не могут себя вести.
Но если ты один раз, если ты осел и сказал, что ты слон, то уже не можешь забрать свои слова обратно. Хорошо, вот мы постоянно видим вот эту вот перепалку, и мы понимаем, откуда ветер дует. Вы сами сказали, что в 94 году председатели колхозов, которые сформировали ту самую аграрную партию, приняли Да, да. конституцию, которую мы сегодня имеем. Но в любом случае, вот это и есть четкое разделение, да, то есть часть страны считает, что Молдова не должна вооружаться и нейтралитет рассматривает как вообще некий пацифизм. Есть другая часть страны, хотя, я не знаю, поправьте меня, если я не прав, ну, как минимум среди унионистского электората и проевропейского электората есть понимание того, что нейтралитет это не означает, что мы пацифисты. Нейтралитет означает, что мы не имеем права вступать в какие-то международные военные блоки, но при этом мы должны вооружаться. Вот почему вот эта идея и понимание того, что нейтралитет означает, что мы сами себя должны защищать и при этом и поэтому мы должны себя вооружать, она не стала доминирующим в молдавском обществе и не стала доминирующим среди политического класса за все Ну, эти годы. потому что в любом, знаете, как говорили, что даже среди лауреатов Нобелевской премии тоже есть идиоты и дураки. Дураки есть везде, во всех прослойках общества. И быть идиотом это не, тебе не помешает даже должность, там, образование и многие эти факторы. Если ты идиот, то это навсегда. Я хочу вам сказать, вот как пришел Воронин к власти, он сказал, что нам армия не нужна, нам никто не угрожает, мы только зря тратим деньги. И он начал продавать там все, что было в армии, начал закрывать воинские части, он начал сокращать армию. А теперь, когда у нас упали несколько этих ракет на территории Молдовы, то меня несколько раз приглашали на разные дебаты телевизионные и всегда спрашивали, почему у нас нет противовоздушной обороны? Почему? Где наша армия? Мы способны это защищаться или нет? Даже те люди, которые говорили, что раньше у нас не было, что нам не нужна армия. Люди так понимают, если мы нейтральны, на нас никто не нападет. Но Ну, это как мы... глупая идея, потому что быть нейтральным не означает не иметь армию. Это не означает, у нас не признанный нейтралитет. Был бы признанным, российская армия ушла бы давно с территории Молдовы, потому что для того, чтобы быть признанным, иметь нейтралитет, признанный не только самим собой. Вот, к примеру, Туркменистан, где я жил 3 года, там нейтральная сторона, ее нейтралитет признали на Генассамблее ООН, и это стало нейтральной страной. Австрия стала нейтральной, и многие страны, но нас никто, они уважают нейтралитет, но не признали его. То есть можем ли мы сказать так, что наш нейтралитет это все равно, что независимость Приднестровья? Заявили, но никто не признает. Это да. Никто его, как говорил Караджали, он есть, но он отсутствует вообще. На практике его нет, по большому. Да. И вот сейчас люди, некоторые говорят, да зачем нам армия? Наличие армии это не говорит о том, что кто-то сегодня угрожает тебе необходимость в армии. Армия это институт власти, институт страны, это инструмент. И состояние армии говорит о благополучии страны, об отношении страны к своему народу, потому что армия это элита. В армии там не сидят дураки. Я хочу вам сказать, что IQ в средней по армии намного выше, чем в среднем в обществе, потому что там много офицеров очень хорошо подготовленные, очень хорошо подготовленные. Сейчас, да, многие проснулись. А почему у нас нет противовоздушной обороны? А потому что один комплекс Патриот, он стоит там минимум 500 миллионов долларов, плюс каждая ракета стоит 10 миллионов долларов. Для того, чтобы мы покрыли всю территорию Республики Молдова, нам нужен один комплекс Патриот, то есть около миллиарда долларов. Но около миллиарда долларов это только Патриот, а нам надо вложить и в пехоту. Обучение, содержание, да? Содержание, поднятие уровня, нам нужна специальная техника, нам многое нужно. А наша страна, которая получает помощь из Румынии в этих, получает дрова из Румынии для отопления, понимаете, что мы не можем этого покупать. У нас не было денег покупать противоградовые эти ракеты.
А народ, он проснулся утром, посмотрел по телевизору, что там упала ракета, и спрашивает, а где наши комплексы Патриот? А наши комплексы Патриот, их нету из-за того, что у нас в Молдове нет инвестиций. Наш народ уезжает из-за того, что у нас есть Приднестровье, есть оккупационная армия, она признана оккупационной, и никто не хочет вложить деньги, инвестировать в стране, где есть такой конфликт. И Россия поэтому и содержит эту армию в Приднестровье, чтобы Молдова не развивалась, чтобы Молдова была зависима от России, от российских подачек, от российского газа, от российского рынка. И сейчас, когда это правительство, парламентское большинство, не хотят, они не все хотят, там тоже есть очень такие продажные люди, начинает решить эти вопросы. Сейчас Москва проснулась, что Молдова может стать независимой от российского газа, от российского рынка, от российского электричества. Поэтому надо создавать там такие условия, чтобы этого не произошло. Вот появились поэтому такие экстремисты местного масштаба, как там у вас в Грузии, появились в Приднестровье, появились в других местах. И они будут вот это самое, накачивать эти настроения, они будут разжигать и дальше. И вот если вы возьмете весь этот перечень выступлений так называемого, в кавычках, Министерства иностранных дел Приднестровья по отношению к Молдове, к Кишиневу, есть хоть одно, которое чем-то отличается от тех же заявлений Маши Захаровой или Министерства иностранных дел России? Они копируют их, потому что они оттуда получают приказ. Они живут на эти деньги, полученные из России, а народ от этого ничего не имеет. Суть демократии в том, чтобы привилегированный класс, политики, жили как народ. А не в том, чтобы они жили богато, а народ там служил им только как инструментом. Хорошо, если говорить о, ну, буквально, наверное, последний вопрос. Вы видите какую-то перспективу или появление понимания среди политического класса Республики Молдова необходимости вооружаться, необходимости укреплять свою обороноспособность, или мы по-прежнему живем в какой-то иллюзии? Ну, почти полгода после начала войны они жили в плену иллюзий, потому что они говорили, что Россия не нападет? является нашим врагом, но Да. сейчас, когда в России открыли планы, что Украина это только начало, и что мы пойдем и дальше, что Молдова является естественной целью России, то, конечно, они сейчас проснулись. Но поздно решать некоторые такие вопросы за 2 недели, за 3 недели. Мы надеемся на то, что Украина выстоит, мы надеемся на то, что мы получим. Хотя были случаи после начала войны, когда руководство Молдовы отказалось от военной помощи от западных стран из-за того, чтобы не раздражать чем-то Путина. И много таких случаев, даже они с Приднестровьем пошли на все возможные уступки, чтобы не раздражать Россию. Но внешнюю политику так не построишь. Так не построишь, потому что если ты себя не уважаешь, то никто в Европе не будет уважать. Надо себя заставить уважать, и надо заставить уважать и других. А Приднестровье как было непризнанным, так и станет непризнанным. И когда сейчас деньги закончились у России, я сегодня посмотрел цифры, Россия сейчас ежедневно теряет 280 миллионов долларов из-за того, что ввели эти санкции в отношении нефти, а в отношении газа сама Россия ввела. Сама Россия. И потеряла в этом году 100 миллиардов кубометров газа, они не экспортировали, потому что они хотели заставить всех в Европе Мерзнуть. чувствовать это самое морозы. Но случилось наоборот. Дед Мороз в Европе умер от термического шока из-за высокой температуры. Господин Шаларов, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир. Надеюсь, что, скажем, в Республике Молдова ускорится процесс строительства обороноспособности, и мы будем
свидетелями еще большей помощи из-за рубежа по укреплению обороноспособности нашей страны. Спасибо вам. Большое. Спасибо большое, ждем вас еще. До свидания, всех благ. До свидания. Друзья, у нас на связи по скайпу депутат парламента от партии ПАС Уазу Нунтой. С господином Нунтоем я предлагаю поговорить о недавних заявлениях, в частности, реакции на его, в свою очередь, заявления, которые очень сильно возбудили политическое пространство в Гагаузии, в частности, депутатов Народного собрания. С чем это связано и почему такая нервная реакция в Гагаузии? На, казалось бы, достаточно рациональные вопросы, заданные господином Нунтоем. Я предлагаю поговорить с нашим гостем. Господин Нунтой, здравствуйте, слушатели в студию. Здравствуйте, добрый день. В прошлый раз мы с вами тоже хотели об этом поговорить, у вас не было возможности, мы поговорили об этом с господином Шалару, вы в этой передаче, кстати, участвовали вдвоем, и вы, и господин Шалару. Меня, честно говоря, поразило немножко этот уровень, не знаю, дерзости депутатов Народного собрания, где они пытались пригласить депутата парламента в Народное собрание и задать ему вопросы, пусть он там объяснится и так далее. Хотя, еще раз повторюсь, ничего такого сверхъестественного или оскорбляющего в отношении гагаузов я в вашем заявлении не слышал. В связи с чем возбудились депутаты Гагаузии, и в Народном собрании в частности, как вы считаете? С чем это связано? На мой личный взгляд, речь идет о применении технологий. То есть для того, чтобы манипулировать общественным мнением гагаузской автономии, используется появление депутатов от правящей партии. В данном случае используют мои появления, потому что я более-менее известен в гагаузской автономии. И дальше что происходит? Неважно, что я сказал. Абсолютно неважно. После того, как мое появление в эфире завершается, подлые и трусливые люди начинают кампанию, скандальную, истерическую кампанию, что якобы депутат от правящей партии ПАС, он оскорбил весь маленький, но гордый гагаузский народ, он призывает к уничтожению гагаузской автономии, он призывает к повторению украинского сценария. Повторяю, абсолютно неважно, что я сказал, потому что уже есть заготовки, и выходят к рампе такого рода государственные мужи, я одна дама, я имею в виду Ирину Влах, типа Вани Бургуджи, типа Виктора Петрова, и повторяют эту безудержную ложь. В то же время, в советское время был такой жанр, анонимки назывались. Да? И вот на сайте halktoplushu.md появляется, например, где-то в конце октября заявление Президиума Народного собрания Гагаузской автономии. Тоже тогда я что-то сказал, и мой коллега Василий Шаймар, да, неважно. Да, было такое, да, было такое. И в жанре анонимки опять повторяется вот эта стандартная ложь, что мы оскорбили, мы призываем к запрету, мы призываем к уничтожению, мы разжигаем и так далее. Короче, и еще есть призыв к госпоже Майе Санду заткнуть нам рот и, так сказать, и так далее, и так далее. Прочитав то заявление Президиума Народного собрания, я посмотрел в интернете и пришел к выводу, что в Президиуме Народного собрания есть 13 членов, но нет ни одного мужика. По той простой причине, что это пасквиль, который называется «трусливая подлая анонимка». Да. Я уже не говорю о том, что ГРТ, которая получила финансирование от Народного собрания, услужливо, так сказать, подогревает вот эти искусственные страсти, что якобы депутат от ПАС, в данном случае ваш покорный слуга, опять призывает что-то там и так далее, и так далее. Вообще-то создается впечатление, что даже уважаемые журналисты от ГРТ, формулируя свои вопросы, не удосужились все-таки посмотреть ту передачу. Да, она на румынском языке. Уж извините, я позволил себе говорить на румынском языке, да?
для того, чтобы более-менее корректно задавать вопросы. Ну что ж, ничего нового. Остается только сожалеть, что население, наши сограждане, которые проживают в гагаузской автономии, но некоторые из них воспринимают это как правду. У меня был такой случай, я был в Камрате и иду себе по улице. Да? Вдруг меня останавливает мужчина, моложе меня лет на 10, говорит: «Дом Нантой?» Я говорю: «Да». Я говорю, и он задает мне вопрос: «А почему вы ненавидите гагаузов?» Я говорю: «Уважаемый человек, а откуда ты это взял? Вот я стою перед тобой, смотрю тебе в глаза. Откуда ты это взял?» «Ну как, по телевидению сказали». И, мы побеседовали 5-7 минут, обменялись телефонами, и я, по крайней мере, уверен, что этот человек не будет верить той заказухи грязные, которые иногда эти скандальные кампании устраиваются в связи с моей скромной фигурой. И здесь я, конечно, должен ответить, что, на мой личный взгляд, в качестве дирижера всей этой кампании, местного дирижера, потому что есть дирижеры за пределами Молдовы, выступает, конечно, Ирина Влах, которая уже построила 12 предприятий в Гагаузии, уже построила аэродром, на очереди, наверное, космодром, и она теперь уже видит себя политиком национального масштаба, и, соответственно, она уже начинает атаковать президента страны. Пока она тиктокер, она пока еще тиктокер, как бы. Наверное, хорошо, но по крайней мере, когда 3 октября прошлого года госпожа Майя Санду встречалась с депутатами Народного собрания, у меня есть основания считать, что именно Ирина Влах нажимала на кнопки, и некоторые депутаты Народного собрания возбуждались и начинали совершенно не по-мужски, совершенно так базарно атаковать президента страны. Ну что ж, очевидно, им остается только поставить памятник Путина перед памятником Ленина. Была попытка, я не знаю, связаться с вами, пригласить вас на заседание, потому что они грозились, что нужно вызвать, пригласить. Была попытка связаться, не знаю, Знаете, если я приду в Народное собрание, у некоторых уважаемых депутатов может подняться давление. Я не считал себя обязанным молчать и 30 лет назад, и тем более сейчас не намерен, так сказать, пугаться вот этих дешевых заказных кампаний, когда люди обвиняют всех и вся, но, согласно басне Крылова, не хотят посмотреть в зеркало. Давайте посмотрим заявление того же Виктора Петрова 13 ноября 2020 года, что гагаузы выступают против президента-униониста. Помните, да? Давайте вспомним тот позорный митинг 13 ноября 2020 года. Гнилой фашистской нечисти залепим пулю в лоб. Гнилая фашистская нечисть — это граждане Молдовы, которые поддерживали Майю Санду во главе с Майей Санду. То есть это очень такая, я считаю, подлая и трусливая практика, когда позволяют себе любую грязь, абсолютно необоснованную, но, очевидно, кем-то написанную, потому что некоторые уважаемые депутаты Народного собрания создается впечатление, что они могут читать только по бумажке. Сами они способны что-то сказать. Я говорил с господином Лейчу после вашего эфира на ТВР, и, в принципе, он согласился, что он ничего такого, что приписывают депутаты ни вам, ни господину Шалару, вы такого не заявляли. Я спросил. Давайте так договоримся. Я считаю, что в Народном собрании есть абсолютно нормальные члены Народного собрания, с которыми можно и нужно говорить. Но одна из проблем, я считаю, что это проблема и гагаузской автономии в целом, что информационный фон формируется вот этими заказными марионетками, которые
по указанию дирижерской палочки кого-то устраивает эти истерические кампании по созданию образа врага. А зачем нужен этот образ врага, господин Анатолий? Зачем? Неужели вроде как бы все призывают к миру, но при этом вот это вот нагнетание постоянное? Ну, конечно, у меня только остается открытым вопрос. Вот эти депутаты Народного собрания, которые встретились с послом США. Кстати, об этом я тоже хотел спросить. Ну, давайте, да, Не, продолжите мысль. Они подарили ему георгиевскую ленточку. Ну, на фотографии все были без георгиевской ленточки, поэтому... Да. Есть еще один такой момент. Я не знаю ни одного посла, который позвонил бы мне и сказал: господин Антой, вот нехорошо так говорить. Не говоря уже о том, куда я послал бы этого посла. Ну что ж. Ну, и послы, я так думаю, себе такого позволить не могут, как бы, даже если их очень кто-то попросит. Послы бывают разные. Вот интернет заметил, что госпожа Ирина Влах забыла перечислить посла России, когда там благодарила... В своем поздравлении, да. Да, но в то же время перед Новым годом я получил поздравления от посла России с Новым годом, с Рождеством. Очевидно, я недостаточно хороший русофоб, надо еще совершенствоваться. Кстати, вот на встрече, ну, во всяком случае, в сообщении Народного собрания, которое они публиковали после встречи этих депутатов с послом Соединенных Штатов Америки, господином Локсденом, там говорится о том, что они попросили посла воздействовать на власти Республики Молдова, чтобы те не ущемляли права и полномочия Гагаузии. Я сейчас как бы не цитирую дословно, как бы просто передаю смысл. Вот, а пытались ли депутаты Народного собрания поднимать вопросы, связанные с полномочиями в том же парламенте, потому что есть вот эта группа, ну, прежде чем идти и жаловаться послам, как бы можно было бы кому-то этот вопрос решить, не знаю, в режиме диалога между институтами власти, не знаю, местным институтом власти, национальным институтом власти. К чему вот это все? Ну, я выскажу свое личное мнение. Вот эта группа, которая существует с 2016 года, с одной стороны, это люди осваивают грант. Угу. Вы про проект это, да, там про... Да, я проект Crisis Management Initiative, CMI, это грант, да. И существование этой группы не может подменить отсутствие диалога между парламентом и Народным собранием. Когда я говорю отсутствие диалога, это не означает, что я, например, отказываюсь с кем-то говорить. Я имел в виду, что именно прагматичный диалог, который называл бы вещи своими именами. Я возвращаюсь к тому, это мое личное мнение, что 23 декабря 1994 года был принят закон, который в основе своей внутренне противоречив и несовершенен. С тех пор прошло много лет, и нужен диалог для того, чтобы, как я говорил много раз, наши сограждане, которые живут в гагаузской автономии, сами себе ответили на вопрос, зачем нужна гагаузская автономия. Если они сами себе ответят на этот вопрос, тогда можно начинать конструктивный, серьезный диалог на предмет распределения полномочий. Если гагаузская автономия хочет иметь 51 голос в парламенте Республики Молдова и право вето на все, что движется в Молдове, так скажите, ребята, а если вы хотите спасти, развивать гагаузский язык, культуру, я хочу увидеть хотя бы один законодательный акт, принятый Народным собранием Гагаузии на гагаузском языке. Я пока что этого не вижу. Я вижу бюджет 1 300 000 000 лей и официальный сайт только на русском языке. У меня нет проблем с русским языком. Даже матерные русские я знаю. Но хотелось бы видеть не только лицемерие и осваивание денег, но и что-то реальное. То есть я так понимаю, что попыток поднять этот вопрос Народного собрания в парламенте не было, прежде чем идти к послам? Я, по крайней мере, об этом не знаю. И парламент — это такая машина, где
все проявляется. Потому что любая инициатива, она проходит через комиссии, она проходит через общественные слушания, то есть первое чтение, второе чтение. Пока что этого нет, потому что я вижу вот эти заказные истерические кампании по созданию образа врага из правящей партии, из президента, и используют мою скромную персону для того, чтобы сделать символом зла. И когда депутат Народного собрания, не буду называть имя, фамилию, потому что это выходит на митинги и кричит «это желтая зараза», так возникает вопрос, уважаемый депутат, ты как хочешь решать вопросы, связанные с гагаузской автономией? С желтой заразой или все-таки мы будем исходить из того, что мы уважаем друг друга и корректны в своих высказываниях? А если кто-то, я просто хочу сказать, если тот же Виктор Петров там выходит с каким-то заявлением, что я разжигаю гражданскую войну, межнациональную рознь, ну так извините, это очень убого, пошло, противно и подло. Хорошо, а вы не усматриваете вот в этом сообщении, вот формулировка, да, такая очень интересная, что они надеются, что посольство США будет использовать свое дипломатическое влияние для того, чтобы способствовать разрешению изложенных проблем, которые якобы возникли между Комратом и Кишиневым. Это вот в ту же сторону, они же всегда повторяют, и это пророссийская пропаганда, что в Кишиневе там марионетки Запада, марионетки Кремля, вот это как бы не расцениваете ли вы, что это вот камень в этот огород? Давайте вспомним, что когда я участвовал в этой телевизионной передаче, крайней, не последней, как говорят парашютисты, а крайней, да, то я говорил свое личное мнение, высказывал. И это не официальная позиция партии, потому что нет ни одного документа официальной правящей партии или правительства Гаврилицы, в котором было бы написано а. Уничтожение гагаузской автономии, б. Провоцирование украинской сценария гражданской войны и так далее. Этого нет. Это все ложь, подлая и циничная ложь. Поэтому они могут рассчитывать на все, что угодно. Я не знаю, что они сказали господину послу, но совершенно очевидно, что одна из линий атаки против нынешней власти в Республике Молдова – это обвинение нас всех вместе взятых и президента Майя Санду, что мы марионетки Вашингтонского обкома, мы исполняем сценарии, русофобские сценарии по атаке России, и это неизбежно приведет к повторению украинского сценария. То есть это все так примитивно. Вот последнее, чем меня счастливили, я сказал, что большинство сторонников Путина в Молдове — это, как правило, старые, бедные и неграмотные. Как правило. Это есть социологический опрос. Теперь уже появилось на одном сайте, очень популярном, что Нонтой считает сторонников Путина глупыми. Ну, то есть, соответственно, я умник. Да, то есть это, скажем так, с этим нет смысла, скажем так, бороться. Конечно, бы источники финансирования было бы интересно увидеть этих компаний. Но это подлая и трусливая кампания, когда не важно, что ты сказал, потому что передергивает, перекраивает и, соответственно, вбрасывает в информационное пространство. Но все же, вот под конец хотел бы уточнить все же у вас. Вы в этой передаче, ну, которая так нам много шума наделала, сказали, что пришло время и есть необходимость пересмотреть или уточнить, конкретизировать полномочия гагаузской автономии. И тем, даже чтобы гагаузская автономия стала органическим элементом молдавской государственности. Я так сказал. Да. Подразумевает ли это упразднение гагаузской автономии? Нет, безусловно, потому что в той же фразе, сказанной мной, было с тем, чтобы гагаузская автономия стала органическим элементом молдавской государственности. А молдавская государственность не должна становиться русской матрешкой. Это я тоже сказал. Поэтому я, знаете, мне можно много инкриминировать, но нет такого количества алкоголя, чтобы я выпил и сказал, что нужно уничтожить гагаузскую автономию. Это, извините, это, повторяю, мы с вами находимся, я, по крайней мере, в незавидной ситуации. Я должен
доказывать, что я не сказал что-то. Да? Ребята, откройте интернет и посмотрите передачу, законспектируйте, обратитесь в суд, если я что-то там кого-то оскорбил. Но для меня это совершенно очевидно, что в Республике Молдова, и в частности Гагаузской автономии, есть группа штатных провокаторов, которые исполняют сценарий по вот именно противопоставлению искусственному автономии и центральной власти и по дискредитации центральной власти в глазах жителей автономии. Ну и, конечно, понравится хозяевам. Ну, в принципе, как бы поэтому мы и пригласили вас, для того, чтобы разъяснить, расставить все точки над «и», не для того, чтобы там просить у вас какого-то там оправдания, чтобы вы оправдывались. Безусловно, мы все понимаем, что происходит, важно это людям проговорить, и нашей аудитории, чтобы наша аудитория тоже понимала. И я уверен, многие понимают, но важно это проговорить еще раз, для того, чтобы не оставалось каких-то недомолвок. Господин Анатольевич, спасибо большое, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Спасибо за то, что поинтересовались моим мнением. Я только сказал сам себе, что вот когда я увидел очередное заявление Вани Бургуджи, было бы интересно поговорить с Ваней Бургуджи о нейронных сетях, об искусственном интеллекте, о роботизации экономики, как молодежь Гагаузии должна все это быть на волне современных технологий. То есть, если кому-то нравится Ваня Бургуджи, ну что ж. Ваня Бургуджи ударился там в исторические лекции, примерно так же, как и Путин 24 февраля прошлого года. Нет, если сравнение с Путиным ему, конечно, льстит, но Ваня Бургуджи абсолютно безграмотный человек, который притягивает за уши разного рода псевдоисторические факты для того, чтобы оправдать свои эти демагогические высказывания. Ну что ж, я повторяю, мы живем в открытом обществе, интернет практически упразднил цензуру, да, и на каждом из нас лежит ответственность, кого слушать, что смотреть и к каким выводам приходить. Господин Анатольевич, спасибо большое, ждем вас еще. Спасибо. До свидания. Друзья, у нас на связи по скайпу Дмитро Левусь, журналист из Киева, военный эксперт. Пан Левусь, здравствуйте, слушайте в студии. Да, добрый день. Вот развиваются события на фронте. Самая горячая точка – это Солидар. Там еще буквально недавно больше говорили о Бахмуте. Сейчас самая такая медийная точка – это Солидар. Они говорят все. Так вкратце, почему для них так важен Солидар? То есть, почему такое? Это попытка прорвать фронт в этом месте или это какая-то внутриполитическая российская игра? Это борьба между Пригожиным и российскими военными. Что это? Как вы это объясняете? Я, во-первых, такой военный эксперт, так достаточно условно, да, тоже. Поэтому... Просто мы с вами говорим про... последнее время, по-моему, очень многие все стали военными экспертами. Поэтому тут, знаете, я тоже думаю, что тут больше речь идет о медийной составляющей. Почему? Потому что получается так, что, что такое Солидар? Да? Солидар — это на самом деле небольшой поселок, который не является, да, там каким-то там центром области или еще что-то. Это там около 11 тысяч населения в нем было. Причем абсолютно там понятно, что бывают такие, что даже и взятие одного села может разрушить оборону или там обрушить фронт. Такое тоже бывает. И в данном конкретном случае мы этого, конечно, не видим, но все-таки для России почему был важен Бахмут, который в Украине назвали фортеця Бахмут, да, то есть крепость Бахмут, и поскольку полгода об него российская армия бьется лбом. Да, то есть, Солидар — это по сути, да, то есть они находятся рядом, то есть это практически все, кто там бывал, это знают. И Солидар это все-таки, оказалось, наверное, тем местом, где, в общем-то, наметился определенный успех у россиян.
и где есть возможность после всех неудач, которые были, а неудачи в этом году, они действительно были большие. Но начнем с того, что так называемая специальная военная операция развивается однозначно не так, как они планировали, а планировали они, конечно же, захват всей Украины или как минимум взять всю Украину под контроль. То есть этого не произошло. Осенью произошел начальное контрнаступление украинских войск под Харьковом и освобождение территории Харьковской области, потом освобождение Херсона. И на этом фоне начали происходить изменения уже в самой России, когда началась вот эта определенная кадровая чехарда с назначениями, переназначениями, то есть тот самый Суровикин был назначен перед тем, как Херсон был освобожден украинской армией. Для чего? Для того, чтобы рассчитывали, что он будет там какой-то успех. Это был генерал успеха в Сирии, да, то есть и командующий воздушно-космическими силами, хотя на самом деле он условный воздушно-космический генерал, да, он все-таки пехотинец, представитель сухопутных войск по своей природе. То есть, но это не оправдалось, причем ожидаемо, как для нас. Почему? Потому что война в Сирии, она была совершенно другой. Да? Это война против легкой пехоты, война против полупартизан, война против людей, у которых нет полноценной системы ПВО. Это не война. Ну, в общем, они в Сирию и Алеппо повторили в Мариуполе, там, где да. Там, украинских там, где была возможность, ВСУ... да, там они развернулись, конечно, да, то есть, если даже 3-тонные бомбы, которые скидывались на Азовсталь. Вот. Тут сейчас произошел, скажем так, вся специальная военная операция, это проблема для русских военных, для их карьеры, да, высокопоставленных. То есть можно вспомнить просто фамилию генерал Дворников, который лишился своей должности, потом генерал Лапин, который командовал группировкой «Центр», потом тот же самый Герасимов, он сам тоже лично руководил, начальник генерального штаба, автор доктрины. Вот теперь Суровикин. И теперь что произошло на фоне боев за Бахмут, за Солидар, да, то есть переназначение. Герасимов снова командует объединенной группировкой, и Суровикин сведен на должность его заместителя. Да. А генерал Лапин опять возник уже в качестве начальника главного штаба сухопутных войск. И вот, и оба, и Герасимов, и Суровикин, это были жертвы такой медийной войны, которую вел против них вели, да, тандем Пригожина и Кадырова. Суровикин, говорят, человек от больших частных армий, которые еще были подкреплены медийным ресурсом Пригожина. Вот то, что и произошло. И они вот стали жертвой именно самого... И более того, да, Суровикин это был тоже, по сути, человек, который в орбите Пригожина, и сам Пригожин, как хозяин большой частной армии, которому, кроме того, дан был карт-бланш на мобилизацию зэков по всем тюрьмам и зонам, и который вроде бы даже сумел воспользоваться где-то около 30-40 тысяч этих людей туда к себе набрать. Вот он пытался демонстрировать, тут не какие-то догадки, так оно и есть, это, в общем-то, мы тут ни в какую конспирологию не уходим, но он действительно пытался своей работой, своей частной военной компании «Вагнер» продемонстрировать, как надо воевать. И вот несколько месяцев шел штурм Бахмута и шел штурм. Теперь потом, когда стало, все-таки они наметили, поняли, где можно атаковать, да, наметился штурм Солидара, и бои сейчас идут в самом городе в конце концов. То есть, но суть в чем? Суть в том, что приблизительно так же в начале лета и в середине лета, да, мы видели бои за Лисичанскую агломерацию, да, когда видели, как шли бои по захвату Северодонецка, и это тоже тогда не привело ни к обрушению фронта украинского. Более того, мы были готовы к тому, что Северодонецк они всеми силами продавят и захватят его.
То есть точно так же, как и с Попасной. То есть поэтому тут сейчас, когда это все происходит в гораздо более меньшем масштабе, вот непосредственно относительно Солидара, то естественно, что ожидать после этого каких-то кардинальных изменений было бы глупо. Но Пригожин, как персонаж, который живет не только фронтом из своей этой частной военной компании Вагнер, которая, кстати, на самом деле воюет тоже не сама. Да, то есть он как человек, имеющий влияние на Путина, то есть Вагнер своей пехотой, он бы тоже всего не добивался никогда. В ее интересах работает артиллерия, в ее интересах работает авиация, у них есть своя авиация, да, пусть она не сильно большая, там каким-то образом она комплектуется, но, например, когда уже есть 2 факта сбития Су-25 штурмовика в начале лета, когда там погиб отставной генерал, в котором в нем был, а в другой летчик во втором случае был захвачен и давал интервью потом во Львове, находясь в плену журналисту Любомиру Ференцу. Да, то есть это говорит о том, что как минимум воспринимать это просто как обыкновенную частную военную компанию не стоит, да, это одна из других силовых структур, которые тоже есть. И вот естественно, что Солидар это, во-первых, история успеха, которую себе и своей частной военной компании пытается нарисовать Пригожин, и второй момент это история успеха, которая хоть какого-то нужна сейчас для России, для российской армии на фоне тех поражений, которые были явными, и тенденций к успеху никаких нету. Поэтому понятно, что происходит. Но и тут же мы видим, что произошла огромная такая медийная война. Да, то есть что произошло? Когда вчера Пригожин заявил о том, что он, дескать, взял Солидар, то первым, кто заявил в ответ, что этого нет, это заявило Министерство обороны Российской Федерации в лице Коношенкова, которое к тому же сказала о другом, о том, что там в Солидаре ведут бои бойцы воздушно-десантных войск Российской Федерации. Перед этим Пригожин все время делал ударение на чем? На том, что там только его люди воюют, да, там воюет Вагнер. Кстати, вот здесь вот, если можно, уточняющий вопрос, извините, что вас перебил, но очень важно отметить. С одной стороны, мы видели вот это вот медийное присутствие и доминирование Пригожина последние там несколько месяцев, после всех неудач на фронте, обрушение Харьковского фронта, потом потерю Херсона, да, это все пытались все свалить на того же Герасимова, того же Лапина, да, которые руководили так называемой СВО в самом начале. И потом появился Пригожин, да, и попытка показать, что он такой весь успешный. Даже нецензурным словом назвали того же Герасимова, если помните, да? Да. И вот сейчас мы видим как бы повышение опять того же Герасимова, повышение того же Лапина. На фоне, казалось бы, наметившегося такого маленького успеха под Солидаром. Не означает ли это, что там в России пытаются каким-то образом сбалансировать и уравновесить того же Пригожина и каким-то образом попридержать его, скажем так, бурный рост, который наметился в последнее время, как политической фигуры, в частности? Да, я думаю, что вы правы в этом плане. Я думаю, что тут просто насколько это происходит, насколько там Путин действительно это сознательно играет в такие игры, или он вдруг стал недоволен тем, как Пригожин ведет военную кампанию, да, то есть, понятно, что он не всю ее ведет, понятно, что это узкий сегмент, но тем не менее. Но это так и есть. Понимаете, тоже тут интересный момент. Пригожин, я бы не стал преувеличивать его значение самого по себе как фигуры, но есть очень интересный момент. Мы же все тут думаем о том, что там будет после России, да, или как там, то есть, или не после России, а тут Путин не мальчик, мягко говоря, да. Вот, и мы видим, что случилось. Но Пригожин одновременно, там же нарисовывался его такой альянс с Кадыровым. То есть 2 владельца частных армий. Но ни Пригожин, ни Кадыров, ясно, что вряд ли могут стать какими-то большими политическими деятелями. Маловероятно. Почему? Потому что очень уж сильно, во-первых, они раздражают много кого в силовой вертикали. Да, это. Потом, опять же, само по себе происхождение и путь, это тоже вызывает. Хотя, конечно, Сталин, да, тоже умудрился быть долгие годы одним из самых популярных правителей России.
тогда еще советским, но это другой вопрос. Так вот, не так давно этот альянс пополнился. К Кадырову в гости приезжал господин Кириенко. И вот тут тогда мы уже вот видим гораздо более интересную историю. Я думаю, что Кириенко как раз и можно воспринимать как вот этого преемника или как минимум выдвиженца каких-то там, ну вот этих сил, которые там политические в России есть, ну условно политические, да, то есть. Ну, говорят, братьев Ковальчуков, нет? Что? Говорят, братьев Ковальчуков, Ковальчуки, Да, которые... да. Вот и Кириенко, его визит в Грозный Кадырову и потом вещь, которая произошла, заявление о том, что будут готовиться по созданию сети университетов спецназа по всей России по образцу, как это в Грозном, у нас кое-кто, кстати, так поспешил заявить о том, что, ну видите, это же сепаратистские тенденции в России. Я думаю, что ничего подобного. Это как раз наоборот, это свидетельство, во-первых, начинающейся борьбы за власть. Вот. А второй момент, это как раз наоборот такой вот попытка этого альянса, сложившегося Кириенко, Кадырова, Пригожина, может быть. Почему? Потому что вот сейчас как-то он дистанцирован и сам по себе действительно начал выглядеть. Наверное, это тоже свидетельство того, что где-то переоценил он свои возможности в войне с военной мафией, да, то есть с армейской. Так вот, и вот это вот как раз создание этих университетов спецназа по всей стране, ну то есть опять же не по всей стране, а в определенных регионах, потому что сразу же честь отдал и отрапортовался кто? Губернатор же Дальневосточного федерального округа, который сказал, да, мы готовы, да, мы поддержим. Да, то есть у Кириенко влияние на непосредственно силовые структуры, ни на ФСБ, ни на МВД, да, ну оно какое-то, видимо, есть, мы же тоже не знаем, как оно у них все происходит. Но он, например, он очень активен на оккупированных территориях, он ездил на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодар, он активен был там где-то и в Херсонской области, он вот это вот, то есть получается так, что есть альянс, в котором есть частные армии, который выстраивает по всей России такую еще одну силовую вертикаль в виде вот этих университетов спецназа по подготовке бойцов. И у нее теперь, у этого альянса появилась политическая крыша в виде Кириенко. Вот это вот, я думаю, если это не операция «Преемник», да, то это как минимум вот мы видим одно из проявлений намечающейся борьбы за власть в России. При этом борьбы не за отдельные какие-то там конкретные регионы, да, там, то есть это не... И вы хотите сказать, что военные в данном случае будут какой-то определенной силой, которая будет влиять на эту борьбу в дальнейшем? Я думаю, что да. И это так, оно, в общем-то, где-то даже очевидно. Понятно, что тоже, то есть мы тут тоже можем много говорить, но мы тут тогда немножко отойдем от темы войны, но тоже, видите, повышается призывной возраст. Да, до 30 лет сегодня, да. Да, это, кстати, тоже, это однозначно повышение влияния военных. То есть это, в любом случае, когда идет большая война, то влияние военных, оно огромно. Да? Сталин боялся там генералов, маршалов в ходе войны, да, там, с какого-то момента трогать, почему? Потому что они нужны были, чтобы довоевать. Да, там, то есть Семен Тимошенко за явное поражение в Барвенковской операции, да, то есть и то он, ничего ему не было, то есть по большому счету, то есть вот так, там понятно, в 1941 году расстреляли Павлова. Диктаторы все мыслят приблизительно одинаково, поэтому и Путин, он вряд ли будет идти на такие радикальные шаги, да, то есть, не знал он раньше, что в Министерстве обороны Российской Федерации воруют, да, этот бюджет, не знал он там, что такое реформы Сергея, да, конечно, знал, да, понятно. Вот. Иное дело, что, наверное, масштаб не совсем осознавал. Почему? Потому что вот эта иллюзия о том, что такое российская армия. Вообще, то, что сейчас происходит, эта нынешняя война, она для русских, наверное, шок. Почему? Потому что, не наверное, она шок однозначно. Да? Почему? Потому что идеал какой? Это либо долбануть по всем ядерной бомбой, да, то есть, чтобы ответа не было и никто не успел.
либо война такая с неорганизованным, невооруженным, ну, плохо вооруженным противником, как в Сирии было, да, когда можно Ну, или в идеале Крым, да, или в идеале Крым, что да, или вообще в никто не... идеале Крым, да, тоже. Вот, да. Ну, это вот как раз, да. Или, ну, или там 40-й год Балтия, да, то есть, или как, ну, или уход Румынии из Бессарабии в Бессарабия, 40-м да, году. да. Да, вот это вот, ну, таким вот запугать, да, там, ну, вот это вот идеальные военные действия, которых есть по минимуму, да, там где-то постреляли, кто-то там, ну, деморализованный противник разбегается. Нет. Сейчас этого не происходит, и они вот, понятно, что, но интересен другой момент. Инерция мышления маленького россиянина. Он до сих пор все равно думает, так почему же мы не начали воевать нормально? То есть они искренне убеждены в этом, что все равно где-то есть, что это просто вот не до конца принимается, это вот, ну, все методы применяются. Вот, поэтому я думаю, что значение военных будет еще дальше возрастать. Это вообще, по-моему, даже тут ну, даже не обсуждается, и вряд ли Пригожин все-таки сможет полностью, ну, понятно, в медийном плане он будет и дальше какие-то вещи там свои делать, но у него все-таки, опять же, этот ресурс, который он огромен, из телеграм-каналов и всего, военкоров, но тут, ну не знаю, если будет, чем больше будет кризисная ситуация, тем больше вероятность того, что и радикальной эта борьба станет. А кризисная ситуация, она однозначно будет, потому что, ну, не получится у них победить Украину. Господин Левой, спасибо большое, что пришли к нам, прокомментировали ситуацию, наши мысли, молитвы с Украиной и победы ВСУ, как можно скорейшего. Спасибо. И прекращение этого ада, который творится на востоке Украины и на юге тоже. До свидания. Да, до свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Ценные свободы». Не забывайте делиться этим видео, ставить лайки, отправлять его своим знакомым и близким, чтобы как можно больше людей узнало правду о том, что происходит в автономии в Республике Молдова, и правду о войне в Украине. Ставьте лайк, подписывайтесь на нас в YouTube и в Facebook, чтобы нас становилось больше. Увидимся в следующем выпуске «Ценные свободы» во вторник на следующей неделе. До свидания.